В Абхазии последние дни наблюдается рост количества заболевших коронавирусом. Во многих странах началась уже третья волна коронавируса. Ограничительные меры дают возможность системе здравоохранения вздохнуть и дать небольшую передышку. Но главный удар медики надеются нанести с помощью вакцинации. Вакцинация в Абхазии, кстати, уже началась. Люди решили, что все уже закончилось. Через неделю-полторы у меня оказалось 80, значит, 75-80 поражений легких. У нас есть 5 случаев повторных заболеваний. На территории Турции с прошлого года, с 2020 года, с поздней осени уже стали организовывать ограничения. Масочный режим в стране действует давно. В каждом магазине висит соответствующая табличка. Но прогуливаясь по главной улице Сухума, мы не увидели людей, которые бы соблюдали этот масочный режим. Сейчас, последние дни, мы наблюдаем увеличение количества больных коронавирусом. Как вы вообще оцениваете то, что сейчас происходит, и как описать? Увеличение у нас происходит, скажем так, если считать волны относительно только нашей республики, не считая, скажем так, общемировых, да, то у нас вторая волна уже была. У нас вторая волна была после Нового года, когда наш народ хорошо отметил новогодние праздники, и после них у нас был очень хороший подъем заболеваемости. Потом, к концу февраля, после введения вторых карантинных мероприятий, мы погасили заболеваемость, и у нас март месяц прошел очень спокойно и очень неплохо. А сейчас опять с 24 апреля наблюдается рост заболеваемости. Так для сравнения, если у нас на 13 марта по городу Сухум за неделю новых случаев было 21 и ни одного ребенка больного, то уже на 24 апреля мы имели 183 случая за неделю новых заболеваний и 14 детей из них. То есть, а с чем вы связываете причины именно, что среди детей больше стало случаев? Среди детей больше случаев стало, потому что все-таки школы нет. Мы открыли школы, то есть мы к этому готовились. 14 это не самая большая цифра с учетом того, сколько у нас детей школьного возраста. Но это связано с тем, что люди решили, что все уже закончилось, что все стало хорошо. Вы сегодня много людей в масках видели в транспорте, в общественном, в магазине. Коронавирус пополнил язык новыми словами. Появилось такое понятие, как ковид-диссиденты. Это люди, которые упорно продолжают не верить в существование и опасность COVID-19. Такая прослойка населения, которая не верит в опасность вируса, ставит под угрозу эффект ограничительных мер. Люди, отрицающие существование COVID-19 и не соблюдающие меры безопасности, способны быстро распространить инфекцию. Сейчас пациенты попадают в стационар гораздо тяжелее, гораздо хуже течет заболевание. Поэтому, скорее всего, он мутирует и становится сильнее этот вирус. Сейчас мы видели коридор полный. Это уже третья партия пациентов, что вы понимали. Это с утра это третья партия, да. Сколько в день вы обследуете по сравнению с периодом, когда вроде бы все стабилизировалось? Знаете как, в лучший день это 25-30 пациентов, это считается такой хороший, удачный день. Иногда бывает их до 70. Мы должны понимать, что мы можем повлиять на данную ситуацию, это самое главное. Мы можем попытаться остановить. Прежде всего, мы должны соблюдать карантин. Карантинные мероприятия никто не отменял, но наш народ расслабился. Те, кто болели, у нас есть 5 случаев повторных заболеваний. Вчера только госпитализировали женщину, которая 5 месяцев назад перенесла, подтвержденная была ковидная инфекция, а на вчерашний день была госпитализирована в тяжелом состоянии в инфекционную больницу с повторным заболеванием. То есть то, что вы переболели, не гарантирует защиту вашу от повторного инфицирования. Поэтому масочный режим – это единственное, что может, по крайней мере, остановить. И то, чтобы эти мероприятия всякие мы остановили, потому что иначе по-другому у нас не получится.
Ковид-диссидентам противостоят люди, которые на себе испытали тяжесть течения болезни. Зурабу Барциц понадобилось 1,5 месяца, чтобы побороть вирус. Но до конца, по его словам, восстановиться ему еще не удалось. Последствия ощущаются и по сей день. В один прекрасный день, так скажем, значит, это было 27 февраля. Я находился на работе. В четверг это было. И после обеда неожиданно, вот даже просто удивительно, что что-то я почувствовал, что состояние не совсем комфортное. Ночью, как обычно, там какие-то выпил шипучки и прочее, как обычно бывает, чай, лимон и прочее. Лег, и ночью температура у меня зашкаливала 41. Я не проверял, но я уже, честно говоря, наверное, очень плохо себя чувствовал, потел и даже, наверное, не помнил, что я говорил, и как ночь прошла, я даже не помню, плохо ориентируюсь. Надо было дождаться результатов анализа. Без этого никуда не пойдешь, никакие, решения не принимали. И в итоге, значит, на второй день мне смс-ка приходит на телефон, что ответ положительный. И было принято такое решение, что надо выехать. В итоге я оказался в Сочи, потому что... То есть уже тяжелое? Да, состояние было очень такое нехорошее. И время просто надо было. В Сочи сразу в тот же вечер они компьютерную томографию, капельницы, и в компьютерной томографии они говорят, что это только начало, говорят. Вы успели, говорит, а то, говорит, ожидается какой-то ужасный, говорит. Название я сейчас не помню, да, и не помню, и там несколько таких названий, и я и не хочу говорить об этом. И в итоге вначале они первый вечер, когда они сделали компьютерную томографию, они сказали, одно легкое 15, другое 10, вот такое поражение. Короче, не буду долго мучить вас, через неделю-полторы у меня оказалось 80. Значит, 75-80 поражений легких. Несоблюдение ограничительных мер и мутации вируса могут привести к новым вспышкам коронавируса. Так, волна коронавируса началась в Турции в апреле. Там был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших. Непривычно видеть пустые улицы Турции в туристической стране. Курортный сезон под большим вопросом. Государство несет убытки. Локдаун – вынужденная мера, чтобы сдержать рост заболевания. Параллельно в стране проводится и вакцинация. Почему, на ваш взгляд, в Турции вот опять был какой-то момент, когда количество заразившихся в день пошло на спад, вот эта статистика пошла на спад, но сейчас опять. Почему? Какие причины, на ваш взгляд? На территории Турции с прошлого года, с 2020 года, с поздней осени уже стали здесь организовывать ограничения по передвижению граждан. В особенности это запрет на выход на улицу с 9 вечера до 5 утра в будние дни, а также в выходные дни с пятницы 9 вечера до 5 утра понедельника. На выходные вообще тоже было запрещено выходить. То есть это серьезный такой локдаун. Да, когда уже стал наблюдаться такой рост заболеваемости. Это я сейчас говорю о 2020 году. Потом уже, когда эти ограничения дали свой эффективный результат и наблюдалась динамика понижения роста заболеваемости, количества заболеваемости, вернее. И в марте месяце были уже такие послабления, что, естественно, опять дало такую негативную реакцию, и снова стало количество заболеваемости повышаться. На 15-й день Рамадана было принято решение, так называемый полный локдаун, организовать полный запрет на выход людей на улицу. Естественно, здесь подразумеваются некоторые категории, которые вправе выходить и по сей день. Это работники муниципальных служб, государственные работники, люди, задействованные в таких секторах, отраслях, необходимой
такое вот обеспечение необходимым продовольствием населения. Ну, я так сумбурно могу объяснить, что у меня от вот этого вируса, говорят, белок поднялся до 500. Я потом как-то поинтересовался, у нормального человека, значит, белок должен быть от 65 до 85, а у меня до чуть меньше 500. Дышать с первого дня было тяжело, потому что все-таки кашель и вот этот, наверное, невозможно было дышать, слабость. И по сей день, конечно, это все сохраняется. И 1,5 месяца я пролежал в этой больнице, столько всего меня влили. И сейчас говорить в подробностях всего этого, что я перенес, не хочется на самом деле. Очень тяжело перенести такую болезнь. Никому не советую. Лучше любыми путями добиться того, чтобы не заболеть этой болезнью. Ну, сегодня все равно есть проблемы очень много, и говорить о том, что все позади, пока рано. Как медицина справляется вообще с потоком? Первоначально медицина не столь была готова, можно осмелиться это сказать. И постепенно они наладили всем необходимым инвентарем, всеми необходимыми медикаментами и технически оснастили уже дополнительные койко-места вот в этих регионах. Сейчас уже медицина справляется во всех регионах, где наблюдается вот большой рост. И здесь в Турции тоже вот были предприняты государством такие меры, как поощрение и предоставление возможности уже набраться сил оздоровительно вот в рекреационном смысле. То есть людей направляли на отдых. Последние годы антипрививочные настроения, они набирают обороты. Но как донести обывателю то, что хорошо известно медикам? Некоторым людям собственных знаний не хватает, чтобы оценить вообще опасность эпидемии, необходимость вакцинирования. Тут вся надежда на специалистов, на врачей, на эпидемиологов, вирусологов. Но вот я вот общаюсь с родителями детей, матерями, которые отказываются делать прививки детям. Вот что они говорят, как мне кажется, что вот это зерно сомнений иногда сами некоторые вот медики сеют. Они в кулуарах, они на камеру никогда не признаются, что они такое говорят. Но они говорят, вот сейчас лучше не делать, а вообще лучше давайте не делать, неизвестно какая вакцина. Вот такие разговоры среди медиков тоже существуют. Как вот с этим бороться явлением? Медики тоже люди, к сожалению. И даже высокая квалификация в узкой специализации не всегда является показателем хорошего кругозора. Человек изучает только свою специальность и абсолютно не интересуется тем, что находится вокруг нее. Общемедицинские, да, какие-то знания. Так тоже бывает. К сожалению, это везде есть. Что касается детей до 18 лет мы не прививаем спутником. Дети, даже если заболевают, переносят очень легко. Наши мамы, начитавшись самых разнообразных сайтов, наслушавшись самых разнообразных тетушек, бабушек и прочих, отказываются прививать своих детей даже плановыми вакцинами, которые уже используются десятки лет. Там что мешает? Хорошо, спутник новый, там что мешает? Вакцина АКДС существует уже лет 50, а то и больше. Мы с вами ею привиты. Помешало? Нет. Медики говорят о новых волнах коронавируса, что с COVID-19 человечеству придется научиться уживаться. Так было и с другими инфекциями. Но чтобы сдерживать ее распространение, необходимо выработать коллективный иммунитет. Ну, говорили, что там вирус долго не живет на поверхностях, солнечные лучи для него губительны, но тем не менее вирус, как мы приспосабливаемся, так и он приспосабливается, поэтому он быстрее приспосабливается, чем мы расслабляемся, а он становится сильнее.
Поэтому у нас только карантинные мероприятия и вакцинация. Это два способа остановить эпидемию коронавирусной инфекции. Вакцинация всегда спасала мир от всех тяжелых заболеваний. Я думаю, что это будет не исключение, вакцинация от коронавирусной инфекции. Мы будем прививать сначала медиков, потом, скорее всего, силовые структуры, учителей, а потом уже население. И начало вакцинации покажет, как наш народ, как наша этническая группа будет переносить данную вакцину, потому что очень много зависит от этнических особенностей населения в том числе. Но я думаю, что у нас все будет нормально. Многие мои пациенты, которые видели, как умирали их родственники от коронавирусной инфекции и наслышаны о том, что сосед умер, родственник, то они очень боятся заразиться, и многие хотят привиться. Но против вакцины очень много выступает людей. Противопрививочная есть такая когорта населения, которая категорически против всяких вакцин. Но я считаю, вакцинация спасла народ, вообще весь мир, спасла от тяжелейших, опаснейших инфекций. И это коронавирусная инфекция, которой мы несем потери, и по сегодняшний день пациенты погибают от тяжелых осложнений данной инфекции. Если есть какой-то малейший способ избежать заражения этой инфекцией, нужно его использовать. Что касается вообще самого отношения общества к вакцинированию, наблюдается положительное отношение, и на данное время изначально вообще вакцина поступила сюда из Китая по межгосударственным соглашениям Турции с Китаем, потом уже это Синовак вакцина так называемая. Потом уже с Германией были заключены договора по поставкам вакцины Pfizer-BioNTech. Тут следует отметить, что создателями этой вакцины немецкой, германской Pfizer-BioNTech, одни из создателей являются этническими турками. И это тоже повлияло на то, чтобы заключить такой межгосударственный договор о поставках этой вакцины. И, как вам известно, за последнее время были проведены ряд встреч с профильными органами уже Российской Федерации, и в скором времени уже начнется вакцинирование и российской вакцины «Спутник Ви». Но люди хотят. Да, люди хотят. Следует также отметить, что пошла вторая волна вакцинирования. Многие уже по общему количеству вакцинированных 25 миллионов 300 тысяч человек. А вторичное вакцинирование прошли 10 миллионов 600 тысяч человек. То есть это из общего количества населения страны довольно-таки хорошие результаты, можно сказать, за столь короткий период времени. Чипы всякие, там что-то только не придумывали. Но я думаю, что кому-то это тоже надо, видимо. Не просто это где-то что-то есть. Даже порой академики это, утверждают, что это болезнь, ее не такая она болезнь, не та болезнь, да и прочее, прочее. У каждого свое мнение, каждый имеет право на свое мнение, но я лично то, что на себе ощутил и ощущаю, вы понимаете, это, например, такое перенести и дальше, что будет, тоже никто не знает. Настолько эта слабость, ноги почти не ходят, пульс 150, 155, понимаете, это постоянно такое, сердце бьется, как будто это самое, сидишь, ничего не делаешь, не от того, что ты там бегал или там на 5-й этаж бегом поднимался, нет, просто сидишь, даже я по себе уже, месяц, казалось бы, уже хотелось бы, чтобы я уже в себя пришел, я чувствую, что это не так легко и не так просто. Мне многие сказали, что это чуть ли не год будет этот процесс продолжаться. Каждый по-своему переносит. В Советском Союзе никто не спрашивал, будешь ты прививаться или не будешь. Были плановые прививки, и всем детям прививки ставили. Сейчас же эту возможность предоставляют, право выбора родителям. В Советском Союзе было по-другому законодательство сформировано. Сейчас у нас демократия. А почему так лояльно, если это настолько опасно? Это общемировая тенденция права личности. И поэтому коллективный иммунитет здесь... Поэтому коллективный иммунитет падает, поэтому и появляются такие заболевания, вспышки заболеваний, тех, которых мы
уже забыли, да, как про ту же корь, про тот же коклюш. Вот, то есть, пока я училась в институте, ну, давно было это, конечно, нам ни одну корь не могли показать, вот как она протекает на живом ребенке, да, потому что ее просто не было. Коклюш, то же самое, мы его не видели, мы только в учебниках читали, не говоря уже про бешенство. И вот когда один человек заболел дифтерией, вот туда паломничество было в эту палату, чтобы всем студентам всех курсов показать, как выглядит дифтерия, потому что ее практически уничтожили прививками. От коклюша, кстати, есть летальные случаи. Послевоенные годы у нас было достаточно много случаев смерти от коклюша. Основные пришлись на 96-98 годы, там у нас было до 6-8 случаев детских смертей в год. С того момента, как вступил в действие вот, карантин и запрет на выход на улицу, так называемый локдаун, число заболевших достигло уже вот цифры 65 тысяч человек, когда вот начался этот карантин, 65 тысяч человек было. Сейчас достигло до 13 тысяч человек То в есть сутки. значительно понизилось, эффект от этих ограничительных мер, он уже виден. Должны не доводить себя до этого. Некоторые, ну, они переболели, дай Бог им это повезло. Надо молиться Бога, спасибо сказать, что так им повезло. А то, но это не говорит о том, что следующий, через полгода он опять не заболеет. Так что даже я, который это переболел, не исключаю, что при таком, так сказать, отсутствии иммунитета, слабости, через несколько месяцев где-то что-то дополнительно не подхвачу, если я не сделаю вакцину. А вакцину надо делать. Но мне сейчас, во всяком случае, не рекомендуют. Да, естественно, сейчас надо компьютерную томографию заново сделать, еще раз анализы, видимо. И потом, наверное, уже будут принимать какое-то решение, через какое время вакцину делать. Как в условиях курортного сезона не дать коронавирусу распространиться? Специалисты считают, что вакцинация позволит сдержать рост заболевания. И в этом вопросе каждый из нас должен осознать ответственность.